Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатульна. И вот о чем сегодня в выпуске. На полигон Казанского танкового училища приехал известный певец Элвин Грей. Чтобы дух поднять, чтобы они знали, что их ждут дома. Как проводили мобилизованных и куда отправляются первые эшелоны, расскажет Вероника Гайнутдинова. Мужья уехали, выплаты не пришли. Ну, смотрите, сегодня уже 25 число. Никаких выплат нет. Почему мобилизованные татарстанцы еще не получают денежного довольствия, выяснял Рамиль Шайдуллин. Новые логистические схемы реализуются, контейнеров хватает, а с мусором по-прежнему беда. Что представители рекоператоров говорят на жалобы в их адрес, выяснила Юлия Гоголева. Время платить. До 1 декабря россияне должны оплатить все имущественные, транспортные и земельные налоги. Я бы хотела получить налоговое уведомление о оплате. Как облегчить способ оплаты, расскажет Ирина Сахапова. Большая отправка мобилизованных из Закамья в Казань. Сегодня только из набережных Челнов проводили 300 ребят, а еще Нижнекамский, Лабуга, Муслюмова. Все они уже в столице и размещены на сборных пунктах. Здесь они в течение нескольких недель пройдут командное слаживание перед отправкой в зону СВО. Везде на отправку защитников приезжают родные, друзья, коллеги, руководство районов. В Автограде проводить сотрудников КАМАЗа прибыл лично Сергей Кагогин и отметил, мобильность нашей армии обеспечивается автомобилями татарстанского производства. В набережных Челнах сегодня проводили в Казань 300 бойцов. Среди них работники КАМАЗа. Их напутствовали родные, близкие коллеги. К своим мобилизованным сотрудникам приехал генеральный директор автогиганта Сергей Кагогин. По его словам, КАМАЗ выполнит все обязательства перед их семьями. Все мобилизованные челнинцы получили вещмешки со средствами личной гигиены, сухпайком, теплой одеждой и сапогами. Наши инженеры и сотрудники сделали огромную работу для того, чтобы обеспечить ускоренный выпуск защищенных автомобилей, чтобы сохранять жизни наших солдат. Под патриотическую музыку нижнекамцы сегодня проводили 140 земляков. Это 4-я группа резервистов с начала мобилизации. За это время из Химграда на сборный пункт отправились около 450 человек. Настроение у меня боевое. Всем желаю удачи в бою. Будьте людьми, солдатами. Поедем, победим, приедем. Ждите дома. На площади у военкомата собрались сотни елабужан. Здесь проводили на сборные пункты 11 мобилизованных. Среди них Алексей Симонов. Он проходил срочную службу в 2008 году. Говорит, полученные тогда навыки не забыл. Понимаю, что нужно. Раз родине нужно, значит мы идем. Все нормально будет, я думаю. Ранним утром у Буинского военкомата тоже было оживленно. Проводить очередную группу мобилизованных пришли семьи, друзья, духовенство и руководство района. Здесь же резервистам вручили тактические рюкзаки с предметами первой необходимости. Отслужил свое время по контракту. Сейчас мобилизировался. Считаю нужным, что надо свой долг отдать. В Муслюмово отправка мобилизованных проходила в центральном сквере с символическим названием «Сердце Муслюмова». Отсюда на сборные пункты отправились 15 человек. В дорогу напутственные слова и пожелания скорейшего возвращения. Мы вами гордимся. Мы вас верим. Во-вторых, туда и обратно. Самое главное, берегите друг друга, берегите себя. Мы вас ждем здесь живыми и здоровыми. Руководство районов пообещало семьям всяческую поддержку. Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Карина Петрова, ТНВ, Татарстан. Сегодня на полигон Казанского танкового училища приехал заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. Он дал концерт для мобилизованных, в том числе призванных из соседней республики. Они проходили боевое слаживание и военную подготовку на нашей базе. На Казанском полигоне Элвин Грей выступает впервые, готов и сам поехать в зону специальной военной операции, если призовут. Как оказалось, среди мобилизованных есть и его друзья. Как проводили призванных военнослужащих и куда отправляются первые эшелоны, эксклюзивный репортаж Вероники Гайнутдиновой.
Сегодня репертуар известного певца Элвина Грея особенный. Концерт, как сам отметил артист, необычный. Поэтому первый он исполняет песню «Без Берге» «Мы вместе». Символично под эту композицию крепкие рукопожатия с земляками. Элвин Грей выступает перед мобилизованными из Башкортостана. Мы со своей стороны как-то хотим поддержать, я не знаю, таким образом, концертом, чтобы дух поднять, чтобы они знали, что их ждут дома. И при возвращении мы их также будем встречать, ждать. Элвин Грей, признается, впервые выступает перед мобилизованными на этой площадке. Говорит, здесь в строю его одноклассники и друзья. Для всех певец исполняет свои хиты. Мобилизованные из соседнего Башкортостана вошли в состав 428-го мотострелкового полка. Месяц военной подготовки и боевого слаживания у них проходил в Казани на полигоне танкового училища. За этот месяц все настроились, осознали, для чего мы тут. Поэтому у всех настроение отличное, боевое, дух на подъеме. И очень приятно, что нас поддерживают. Командиры наши сказали очень приятные слова, вдохновляющие. То есть мы понимаем, для чего мы идем. То есть мы обязательно вернемся с победой. Все прошли срочную службу, есть те, кто служил по контракту и за плечами боевой опыт. Защитники Родины говорят, перед ними сейчас важная задача. У меня в отделении все понимают что на наше время и на наши плечи выпала такая участь. И каждый должен выполнить свою задачу. Конечно, надо обязательно. Враг наступает, мы должны обороняться, должны держать свои рубежи. Все должно быть хорошо у нас. Все будет хорошо обязательно. Вернемся с победой. Сегодня они для дальнейшего боевого слаживания отправились на новое место дислокации. Это полигон на юге России. А накануне прошел смотр готовности полка. Он полностью сформирован и материально оснащен, говорит генерал-майор Кирилл Кулаков. Торжественный митинг, посвященный убытию первого эшелона 428-го мотострелкового полка в район сосредоточения. Напутственные слова военнослужащим: поддерживать друг друга и в трудные моменты выручать боевого товарища. Вы должны как никогда сейчас сплотиться друг с другом. Каждый сейчас из вас, стоящих в строю, это ваш боевой брат. Неважно, откуда он призван, неважно, откуда он мобилизован, из какого района, из какой деревни или из какого города. Вы все сейчас в едином строю плечом к плечу. Проводить мобилизованных прибыли и их родственники из Башкортостана. Тем, кто не смог приехать, привет передаст Элвин Грей по видеосвязи. Самой любимой сегодня стала татарская песня «Уфтанма» «Не грусти». И главные ее слова: дарованная жизнью счастье, большая радость и светлые дни у тебя впереди. Вероника Гайнудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Все средства для выплаты мобилизованным доведены до Министерства обороны страны. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о 195 тысячах рублей на каждого мобилизованного, о которых неделю назад говорил Владимир Путин. Глава государства подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным, особо подчеркнув, что оплачиваться должен и период подготовки и обучения личного состава. Кому положены выплаты, начали ли они поступать и что делать, если они не пришли? Ответы на вопросы искал Рамиль Шайдуллин. Ну, смотрите, сегодня уже 25 число, никаких выплат нет. Мужа Алины Лазаревой мобилизовали в конце сентября. Прошел месяц, но до сих пор на его счет, говорит женщина, не пришло ни рубля. Сама Алина только вышла из декрета. Теперь на ее руках 2 детей. Я создала группу в Телеграм, где также жены мобилизованных, мы там как бы друг друга поддерживаем, потому что все равно тяжело психологически, все. И 2 девочки из них получили, не девы, но мужья, 761 рубль, что им. Я говорю, им хотя бы что-то пришло. Муж Алины проходил боевое слаживание в Казани. Начало занятий и тренировок, по словам женщины, пришлось на конец сентября, начало октября. Неделю назад президент страны заявил о выплатах в 195 тысяч каждому мобилизованному. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.
особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Накануне на совещании Михаил Мишустин сообщил, в зависимости от звания военнослужащего предусмотрены повышенные оклады, и все средства уже доведены до Министерства обороны. И все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле. Ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны. У жен мобилизованных логичные вопросы, когда и как к ним придут деньги. Мужа мобилизовали до 27 числа, и то выплаты пришли. У другого мобилизовали 29 числа, и то пришли. А у нашего 26-го денег нет. Алина сетует, уже потратила больше 50 тысяч рублей на берцы, термобелье, обмундирование и лекарства. Возместить эти траты рассчитывала с довольствием мужа, как заявили в военкомате республики, нужно подождать. Заработная плата начисляется после того, как гражданина включили в списки части за отработанный месяц. Во время слаживания и после него оплата поступает каждый месяц с 10 по 20 число. Для того, чтобы получить зарплату, военнообязанному нужно написать заявление в единый расчетный центр с указанными реквизитами. Юристы в таких случаях советуют обращаться в соответствующие инстанции. Если вам задержали выплаты, то вы можете обратиться в Министерство обороны. Также есть единый расчетный центр, который отвечает за выплаты. Он находится по адресу город Москва, Спартаковская, 2. И также по всем вопросам нарушения российского законодательства вы вправе обратиться в прокуратуру. Вы можете это сделать через госуслуги. Напомним, глава государства подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным. Выполнение поручения Владимир Путин возложил на Минобороны и Минфин. Срок исполнения до 1 ноября. По всем дополнительным вопросам можно звонить на горячую линию Единого расчетного центра Министерства обороны России. Ее номер 8 800 737 77 37. Рамиль Шайдуллин, Олег Мельников, ТНВ, Казань. Сбор помощи мобилизованным татарстанцам идет во всех городах и районах республики. Свой вклад вносят предприятия, организации, неравнодушные жители. Прихожане зеленодольских храмов за время спецоперации собрали и отправили 30 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Сейчас они оказывают поддержку бойцам татарстанских именных батальонов и мобилизованным. Сегодня очередной груз отправился в Казань, где его распределят адресно. Землякам нашим, которым предстоит нелегкое испытание, и тем, кто находится, переносит тяготы боевых действий как беженцы, и тем оказывается помощь. Очень много прихожан положили в эти посылочки носки, какие-то именно носки, как-то даже иногда из собственного изготовления. И что интересно, многие бабушки просили обязательно туда положить, или сами клали туда эти молитвы, или что ли, чтобы нашим, солдатам помощь была молитвенная. Сегодня 15 сотрудников управления Росгвардии стали донорами плазмы крови. Акция проходит в Казанском плазмоцентре в 4-й раз. Ее посвятили предстоящему 70-летию со дня основания вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России. Перед сдачей плазмы ребята прошли медосмотр. Сама процедура заняла порядка 40 минут. Донорскую плазму врачи проверят на наличие антител к различным заболеваниям и отправят на 4-месячный карантин. Если по истечении срока в крови не обнаружат инфекции, ее направят на производство лекарственных препаратов, альбумина и иммуноглобулина. Очень уникальное мероприятие, потому что из плазмы наших доноров производятся уникальные незаменимые препараты, такие как альбумин и иммуноглобулин. Эти препараты очень нужны. Альбумин, в частности, нужен людям с большими кровопотерями, с ожогами, с шоками. Иммуноглобулин людям с тяжелейшими приобретенными иммунодефицитами. То есть сотрудники Росгвардии помогают гражданам, спасают их не только на улицах нашего города, а также и помогают пациентам, которые остро нуждаются в препаратах из донорской плазмы. От сдачи плазмы никакой реакции нет. Я здесь уже сдаю 5-й раз плазму. Значимость большая, тем более в наше время. Плазму сдавал в том году 1 раз, и кровь несколько раз давал, раз 10, наверное, кровь сдавал, будучи курсантом. Не первый раз, что сюда прихожу. Считаю это своим долгом. Если я могу принести обществу пользу таким способом, почему бы и нет. Как жильцы Казанского микрорайона Куба оказались в должниках у энергетиков. Крах товарищества собственников недвижимости и долг в 16 миллионов рублей. О криминальной подоплеке этой истории читайте в интернет-газете «Реальное время».
Сегодня Фарид Мухаммедшин в общественной приемной «Единой России» провел прием граждан. Обратились жители разных городов республики. Казанский пенсионер попросил увеличить число бесплатных парковочных мест для инвалидов и выделить квоту на посещение волейбольных матчей людьми старшего поколения. Инвалид третьей группы Марина Копейкина попросила оказать содействие в обеспечении корсетом. Он нужен ей для реабилитации. Все обращения Фарид Мухаммедшин взял на контроль. А жительница Азнакаева сообщил, ее вопрос уже взят в работу. Она пожаловалась, что ее двор не благоустроили. Сейчас он включен в республиканскую программу «Наш двор». С главой района договорились о том, чтобы весной в оперативном первоочередном порядке вот этот наказ избирателей был выполнен. Мусорных контейнеров становится больше, но жалобы на вывоз отходов по-прежнему есть. Причем больше всего из них в ближайших к столице районах Пестричинском и Лаишевском. В чем причина недовольства жителей и почему нашумевшая мусорная реформа до сих пор буксует, сегодня выясняли в комитете по тарифам. Здесь встретились представители муниципалитетов и регоператоры. В чем они не могут договориться между собой, что мешает жителям поселков жить в чистоте и какие изменения ждут эту сферу, подробности у Юлии Гоголевой. Эти кадры мы снимали в мае. Улица Комиссариатская, поселка Усады. Тогда 3 имеющихся мусорных бака были пустые, но рядом переполненный контейнер для крупногабаритного мусора и свалка уже перед ним. Прошло полгода. Вот как это место выглядит сейчас. Баки не переполнены, но мусорная гора за ними никуда не исчезла. Такая же свалка и на улице Заозерная. Правда, здесь до сих пор контейнеры так и не появились, хотя площадка есть. Жители во всем винят рекоператора. То, что сейчас творится в Усадах, знаете, даже в страшном сне не приснится. По улице, например, Заозерной, так там не только в сапогах можно пройти, и то, наверное, болотных. Жители поселка Усады и соседних песчаных ковалей, где мусорный вопрос тоже обострился, уже не раз жаловались в систему «Народный контроль». Ситуация не меняется. Сегодня на совещании в комитете по тарифам к ответу призвали рекоператора УК по ЖКХ, который обслуживает западную зону республики. Но там же люди живут. Мы опять будем с вами в ручном режиме работать. Представители по ЖКХ отвечают, выезжаем в поселки регулярно, однако контейнеры часто заполнены не бытовыми отходами, а строительным мусором и ветками. В этом случае рекоператор вывозом не занимается. Разбором завалов должен заниматься муниципалитет, их земля. Жителей, нарушителей штрафовать. Мы посещаем все, и здесь нужно, еще раз повторю, совместная работа с населением. Вот вы говорите поставить там 2 емкости, одну, которую будет убирать муниципалитет, вторую мы. Это в данную минуту это не исправит ситуацию вообще. Будут заваливать оба бункера. У муниципалитетов нет денег на ликвидацию свалок. Рекоператор благотворительностью не занимается. В итоге мусор и ныне там. Руководство Госкомитета сегодня вопрос решило в ручном режиме, обязав по ЖКХ ликвидировать свалки за неделю. У районов есть и другие проблемы. До июля месяца, пока еще руководство управляющей компании по ЖКХ не сменилось, у нас вроде проблем не было, все было налажено. Но вот после июля месяца начались проблемы, то есть они не с каждой площадки ежедневно вывозят мусор, или же, если даже вывозят, то не со всех контейнеров выгружают мусор. Если, например, контейнеры наполовину заполнены, или же на 75% заполнены, они просто не перегружают. На это у рекоператора свои доводы. Оказалось, за 4-й год мусорной реформы до сих пор нет данных о количестве мусорных площадок, контейнеров, мусоре и жителей. Судя по всему, здесь тоже согласия нет. Стоит площадка, на ней 3 емкости, да? Пиковые дни, там, понедельник, среда, пятница и выходные, да, как пример. Площадка наполняется, но вот во вторник, в четверг мы приезжаем за этими 3 емкостями, а там половина только от одного бака наполнена. 2 полностью пустые, 1 напополам, да? Смысл гнать туда машину за полбаком, если мы можем приехать завтра и вывезти там сразу 2 полных или 3 полных. То есть тут тоже такой момент логистики, но это, да, больше наш такой вопрос во взаимодействии с муниципалитетами. Как выяснилось на совещании, график вывоза мусора в Арском и Алексеевском районах перевозчик изменил без согласования с руководством муниципалитетов, нарушив санитарные нормы. У нас нормативы, которые установлены Кабинетом министром постановлением 922, они рассчитаны исходя из норм Санпина. То есть это вывоз ежедневно в летний период, когда температура не превышает, не ниже 5 градусов. Да? Если ниже 5 градусов, это уже 3 в сутки, 1 раз в 3 суток.
Вот. И эти нормы, они установлены, исходя из них посчитаны нормативы, исходя из этих нормативов мы с вами оплачиваем эту услугу. Сегодня на совещании рекоператору поручили вернуться в прежний график по вывозу отходов и плотнее работать с муниципалитетами. В пример поставили другого оператора «Гринту», у которых в свое время было немало нареканий по Альметьевскому району. Сегодня ни одной жалобы. Следующая встреча с рекоператорами по вывозу мусора в комитете по тарифам пройдет через месяц. Как ожидается, на нее пригласят представителей Лаишевского и Пестричинского районов. Там сегодня больше всего жалоб от населения. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Как расширить сотрудничество с партнерами в новых экономических условиях, сегодня обсудили на заводе «Казань-Оргсинтез». Компания «Сибур» организовала круглый стол «День переработчика». На одной площадке встретились действующие и потенциальные клиенты предприятий «Сибура» в Татарстане. Предприятия «Сибура» в Татарстане треть своей продукции поставляют местным переработчикам. Компания уделяет особое внимание организации долгосрочных и взаимовыгодных кооперационных цепочек с региональными компаниями-потребителями сырья. Сегодня партнерам в Татарстане предложили расширить сотрудничество. Сотни тысяч тонн у нас есть возможность, вместе с вами, конечно, возможность, например, перерабатывать и замечать то, что едет пока еще из-за рубежа. Хотелось бы получить сегодня обратную связь от наших партнеров, где мы можем быть вам полезными, какие вам продукты новые нужны, чтобы мы могли понимать, что надо менять в нашем производственном плане. Сейчас в Татарстане в год производится около 4 миллионов тонн нефтехимии. Перерабатывается почти треть произведенных в республике полимеров. Для увеличения переработки Минпромторг республики готов оказать поддержку. Готовы вас поддержать в плане субсидий, в плане подбора территорий, в подборе оборудования, может быть, каких-то льготных налоговых систем. Сибур создает благоприятные бизнес-условия для развития новых компаний-переработчиков. У компаний действует собственный центр исследования и развития. Подобные встречи будут продолжены в других регионах присутствия Сибура. В Казани перед судом предстанет капитан теплохода «Восход». Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 56-летнего Андрея Агапова. По версии следствия, он управлял пассажирским судном в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, 30 мая теплоход вышел из Казанского речпорта в направлении острова Свияжск. На борту находились 29 пассажиров. Спустя 10 минут судно отклонилось от маршрута и село на мель. От резкого торможения 8 человек получили травмы и ушибы. Один был доставлен в больницу. Капитану предъявлено обвинение по статье «Выполнение работы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Татарским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана пассажирского судна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Вахитский районный суд города Казани для рассмотрения по существу. До 1 декабря татарстанцам необходимо оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги. Сейчас ФНС массово рассылает уведомления. Приходят они не только в почтовые ящики, но и в личные интернет-кабинеты налогоплательщиков. Не выходя из дома, имущественный налог оплачивают почти 1 миллион татарстанцев. Действительно ли этот способ считается наиболее удобным? Может ли имущественный налог прийти на имя несовершеннолетнего? И какое наказание последует в случае просрочки оплаты? Ответы в репортаже Ирины Сахаповой. Хотел получить налоговое уведомление. Екатерина Хуснуллина пришла в налоговую инспекцию за уведомлением. Новый год хочет начать без долгов, говорит женщина. Ни разу не возникало никаких трудностей. Мы стараемся оплатить заранее, чтобы в дальнейшем не приходили пени и тому подобное. Гузель Гельмудиновна налоги за жилье, землю и транспорт оплатила уже на прошлой неделе. Сегодня пришла распечатать квитанции. Женщина знает, срок уплаты налогов до 1 декабря. Я живу здесь в 5 минутах от налоговой. Мне проще зайти, распечатать, посмотреть, убедиться, что все действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Все очень быстро, все оперативно. Цены, я бы не сказала, что очень сильно возросли. Примерно то же самое. За 3 налога – имущественный, земельный и транспортная – фискальная служба должна собрать в этом году 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Оплатить их должны 2 миллиона 380 тысяч налогоплательщиков. 800 тысяч из них вносят налоги онлайн. Открыть личный кабинет налогоплательщика проще простого. Для этого нужно лишь с паспортом прийти в ближайшую налоговую инспекцию и получить регистрационную карту с паролем и логином. Личный кабинет также можно открыть, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг России.
Наличный кабинет и квитанция придет быстрее, да и оплатить можно в 3 клика. У кого его нет, придется ждать почту. Квитанции будут приходить до конца октября. Отметим, что имущественный налог может прийти и несовершеннолетним детям. Если на ребенка оформлена, например, доля, да, в квартире или неважно какое либо имущество, он становится плательщиком имущественных налогов. И в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации родители являются плательщиками имущественных налогов за детей. Можно, опять же, ребенка подключить к личному кабинету и через его личный кабинет ребенка заплатить имущественные налоги. Заплатить налоги нужно до 1 декабря. В случае просрочки начислят пени. Сирина Сахапова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Не пропусти. Открытие мехомании в Казани. Весь октябрь. Норковые шубы с капюшоном. Всего 65 тысяч рублей. Мехомания, ТРК Паркхаус. Карта забота платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. В «Белке» новое поступление шуб и дубленок. Скидки на все. «Белка», Татарстан 7. С 22 октября в Казанском цирке белорусская цирковая программа «Мост» приблизит то, что кажется далеким. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Зөлфәт Хаким, Дина Гарипова, Әнвәр Нургалиев, Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Салават һәм башкалар. Зур гала-концерт. 20 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманча.ру һәм Кремль сараенда сатыла. Здравствуйте, в студии Гульшат Гельмуллина. На большей части европейской территории России наступило предзимье, и мы уже успели это прочувствовать. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночные температуры достигнут отметки минус 5 градусов, днем до 1 градуса тепла. Чуть теплее в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, пока преимущественно без осадков, днем до 2 градусов тепла, ночью минус 4 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода без осадков, ночью до минус 4 градусов, а днем 2 градуса тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, ночью и днем осадки не ожидаются, ночью минус 4, днем около 2 градусов тепла. Облачная и ветреная погода ожидается в Болгаре, Доржаном и Буинске, пока без осадков. Температура в дневное время повысится максимум до 3 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, вероятность осадков небольшая. Ночью до минус 4 градусов, днем 2 градуса тепла. В пятницу ожидаются плюсовые значения и вновь пройдут дожди разной интенсивности. Ветер усилится. В Казани ожидается облачная погода без осадков. Ночью около минус 3 градусов, днем около 4 градусов тепла. Ветер усилится, будет южного направления, но порывистый. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли небольшие возмущения. К этой минуте это все новости о погоде. Берегите свое здоровье. Всего вам доброго.